Система распознавания лиц в общественных местах, форум программистов в Якутске и видеоигра, которая почти весь интернет не оставила равнодушным. Вы смотрите программу о технологиях, инновациях и том, что изменит нашу жизнь в обозримом будущем. Это новости IT. Неделя выдалась насыщенной, поэтому начнем. Не так давно в Санкт-Петербурге прошел Международный экономический форум. Говорили о многом, но вот почему-то IT-проекты российские СМИ по большей части обошли вниманием. А рассказать на самом деле есть о чем. И начнем, пожалуй, с внедрения в стране новой системы платежей. Ну как новой? В России ранее она распространена не была, а в том же Китае уже несколько лет отсутствует привычная нам бесконтактная оплата NFC. И все пользуются QR-кодами. Как это работает? Вы приходите в любой магазин или, к примеру, к продавцу, у него есть собственный QR-код. Вы наводите на него камеру телефона, само собой на QR-код, не на продавца, и оплачивается нужная сумма. И вот во время экономического форума в Санкт-Петербурге глава Сбербанка Герман Греф рассказал, что планируется запуск такого сервиса в России. Банк тестировал технологию год, и вот в конце июня планирует запустить такую возможность на Android, а в июле на iOS, то есть на айфонах. Проект пилотный и по окончанию тестового периода, если продавцы, магазины и прочие торговые точки подхватят это так же бодро, как в свое время бесконтактную оплату, которая есть уже сейчас, то новый способ расстаться со своими деньгами останется насовсем. Но между тем Греф подчеркнул, что в корне менять систему оплаты смысла никакого нет. Бесконтактные терминалы есть практически везде. Проблем с этим не возникает. Тогда вопрос, зачем вообще нужны QR-коды? Ну, смысла в них ровно три. Первое – это не во всех телефонах есть NFC. По большей части это касается как раз-таки китайских компаний, таких как Huawei, Xiaomi, Meizu. Наверняка у вас или у ваших знакомых есть смартфоны этих брендов. Ну вот, в перспективе и они смогут оставлять кошелек и банковскую карту дома. Второе – это поддержка малого бизнеса. Довольно накладно покупать терминалы, если ваш доход с продаж или оказания услуг составляет до 100 тысяч рублей в месяц. Плюс его всегда нужно носить с собой, менять чековую бумагу и прочее. Ну и третье, самое неочевидное – это туризм. Одну Москву за прошлый год посетило 2 миллиона китайцев. И как мы с вами уже знаем, NFC они не используют, предпочитая QR-коды. Так что вывод можно сделать такой, что технология полезная, но если и закрепится в стране, то только как дополнительная функция к уже привычным способам оплаты. Второй интересный проект, который анонсировали на форуме, касается функции распознавания лиц. Руководитель департамента транспорта Москвы Максим Лексутов заявил, что они планируют внедрить высокие технологии в систему оплаты столичного метрополитена. То есть в будущем, приехав в столицу страны, мы сможем не беспокоиться о покупке привычного нам проездного. Просто подошел к турникету, система просканировала лицо, списала деньги с банковского счета, и вот мы можем пользоваться благами подземки. Начать тестирование планируют не позже конца 2019-го, а вот на каких станциях пока информации нет. Но глазастые пользователи московского метро заметили, где стоит похожее на заявленное оборудование, а именно на станциях Октябрьское поле и Ботанический сад. Но тут встает вопрос безопасности. То есть как банкам-партнерам проекта, так и метрополитену нужно будет обеспечить такой уровень защиты, чтобы данные пользователей не утекли мошенникам. Прецедентов с тем же мобильным банком хватает. А второе, как точно и быстро будет работать распознавание. Под каким углом может считываться лицо, а что будет, если не сработает, пока также непонятно. А насчет времени Лексутов пояснил, что скорость срабатывания должна быть не больше той, что сейчас обеспечивают проездные карты, то есть не дольше 1 секунды. Если распознавание лица, связь с банком, открытие створок турникетов займет больше времени, то в час пик это может обернуться скоплением пассажиров. Но внимательный зритель может задаться вопросом. В республике, даже в Якутске, метро нет. В ближайшие годы и не появится. Единственный общественный транспорт – это автобусы. А, к примеру, утром попробуйте пробраться к этому сканеру распознавания лиц. Да нет, конечно. За проезд передать или социальную карту пробить далеко не всегда удается без танцев с бубном. Тут вы будете и правы, и нет. Да, в автобусах это сработает вряд ли, но вот в других сферах вполне. В
В той же Москве такая технология уже применяется в спортивных залах и фитнес-центрах. На входе ваше лицо сканируется и, проанализировав, записаны вы туда или нет, сколько посещений осталось, дает клиенту пройти. Таким образом, и время ожидания меньше, и руководство зала обезопасит себя от случаев, что по вашему абонементу пройдет кто-то другой, да и расходы на администратора сократятся. Вход в жилой дом, лифт, который опознает, на каком этаже вы живете и доставляет вас сам, въезд на платную парковку, в общем, вариантов масса. Все зависит от фантазии разработчиков и предпринимателей, которые это захотят внедрять у нас в республике. А вот где придумывают подобные вещи, так это на форумах разработчиков. В последнее время их еще именуют хакатонами. Слагательное из двух слов «хакер», то есть программист, и «марафон» без первых двух слогов. Один из таких хакатонов под названием «Цифровой прорыв» стартовал в минувшую субботу в IT-парке в столице региона. И давайте перенесемся в Мекку высоких технологий Якутии, чтобы посмотреть, как проходят подобные мероприятия. 83 участника, разбитые на команды по 3-5 человек, 2 направления работы и 36 часов, чтобы представить проект, который станет интересен не отдельно взятому человеку, а региону и даже целой стране. Такие условия и задачи поставили перед участниками конкурса «Цифровой прорыв». После выбора темы ребята с первых же минут определили свои задачи и направления, по которым будут работать. Главная задача – это сделать рабочий прототип, да, который можно было бы показать, да, не стесняясь, и заявить о себе, коммуницировать так, чтобы у нас все получилось, да. То есть мы, например, вот сразу поняли, что по компетенциям нам подходит вторая задача, например, да, что нам она интересна, да, и мы сразу на нее переключились, да. То есть надо сразу вот такие моменты выявлять, чтобы быстрее включаться в задачу и начать ее уже делать. Все поставлены в одинаковые условия, но кто-то озаботился заранее и пришел с уже готовыми наработками. Проект он будет связан с выбором университета для иностранных студентов. Он будет сделан в виде игры, популярных ММО-игр, типа World of Warcraft, Lineage, Ion. То есть потенциальный студент, контингент 15-18 лет, заходит на этот сайт, запускает игру. Там запускается карта России, он выбирает университет по специализации, которая ему интересна. Да, заходит там, и он может путешествовать по этому кампусу университета, выполняет квесты, задания, ознакомливаться с культурой, с самими факультетами, посмотреть там, какие обучающие программы есть. 2 раза за игру команды пройдут чекпоинты, то есть презентации того, что у них сделано на данный момент по прошествию последних 12 часов. Но участники не одни, им помогают эксперты из разных отраслей. Далее финал, который покажет, насколько слаженно работала команда и насколько серьезно участники подошли к своей теме. Победит сильнейший, а приз – 500 000 рублей на команду, запуск своего проекта в жизнь и предложения от ведущих российских компаний. Но несмотря на такое крупное поощрение своей работы, никто не забывает о главной цели. Хочется создать не слишком узкий продукт, а довольно широкий. Постараемся что-то сделать полезное для всех. Кто-то из вас, наших телезрителей, мог задаться вопросом, а как развить в себе или в своем ребенке способности и тягу к созданию IT-проектов? Способов на самом деле немало, и о некоторых из них мы узнаем у Алексея Ларионова, создателя одноименной школы высоких технологий. Алексей, приветствую. Приветствую. Расскажи, какую цель преследует ваша школа и как вы ее добиваетесь? По большей части кружки по программированию, графике, они всегда имеют определенный порог вхождения. То есть либо тебе нужно сдавать тесты, либо показывать определенные наработки. У нас же в этом плане абсолютно противоположная история. Мы набираем детей абсолютно без никакого опыта. Во-первых, зачастую То есть даже... полностью с нуля? Да, полностью с нуля. Зачастую даже бывает так, что родители заставляют ребенка ходить, и он там сначала приходит на занятия, ему там скучно, неинтересно, он не понимает, зачем это. Лучше бы он там посидел дома, поиграл, либо там чем-то другим занялся. Но у нас именно вся методика построена так, чтобы вовлекать ребят в то, чтобы... То есть мы это называем инфицирование. То есть мы их инфицируем вот этой идеей. В хорошем смысле этого Да, слова. конечно. В хорошем смысле. Идеей о том, что IT — это, во-первых,
не так сложно, во-вторых, это безумно интересно и клево. То есть нужна массовость. Не конкретно точечная работа, а именно масса на большое количество, на большую аудиторию. Вот, и именно поэтому наша программа построена так. Более того, даже, это, кстати, вот не всем родителям это нравится, некоторые возмущаются немножко, что чем более талантлив ребенок, тем меньше мы ему уделяем времени на занятия. То есть, как бы все с ног на Чтобы голову. он развивался сам, а те, у кого недостаточно способностей, да, их, именно, наоборот, чтобы поддержать. уделять больше внимания именно ребятам, которые не имеют таких высоких показателей. Чтобы смотреть в будущее, давай немного вернемся в прошлое. Расскажи об истории создания вообще школы, как пришла идея и что этому предшествовало. Не знаю, я бы хотел бы рассказать какую-нибудь такую душещипательную историю, что это был долгий... Как это длинный почему-то у путь. всех получается, и непонятно, это оно на самом деле было или придумали. Да. На самом деле все абсолютно очень случайно произошло. Я работал программистом, фрилансил здесь, в Якутске, потом переехал в Москву, там работал 5 лет. Потом словил какой-то, видимо, экзистенциальный кризис, что-то такое, решил поехать дальше в Европу, либо в Америку, и решил на полгодика приехать домой, как бы собраться с мыслями, привести себя в порядок и уже дальше поехать со свежей головой. Одна из основных причин, почему я решил уехать из Москвы, то, что я перестал видеть смысл в какой-то своей деятельности. То есть я как бы то, что ты вот пишешь, и это как-то все... И вроде бы ты бы что-то... Как говорят писатели, в стол. Да, вроде бы ты что-то делаешь, а вроде бы ну и что? Вот и перестанешь ты это делать, и что? Как бы и мир никак этого не почувствует, не ощутит. Я сам, в принципе, никогда не думал о том, что буду заниматься с детьми. Это было очень для меня как какая-то совершенно отдельная вселенная. Вот. Но я подумал, прикольный челлендж, можно попробовать, посмотреть, что из этого получится. Давай тогда поговорим еще о результатах. Какие результаты показывают дети по окончанию вашей школы, по окончанию ваших курсов? И самое главное, это нужно для того, чтобы родители поняли, на что они могут рассчитывать, когда отдают своего ребенка к вам. Да. У нас вообще в целом, мы в России пока что единственный кружок, у которого есть двухгодичная программа обучения с такой интенсивностью. То есть у нас занятия идут 3 раза в неделю по 60 минут, 2 года. Вот, то есть это очень большой срок, и у нас процент дохождения детей до конца очень высокий. То есть, если, допустим, к нам в сентябре приходит 100 человек, то заканчивают курс уже там 70. Это на самом деле очень большая цифра. Придумываем, собираем, варим, готовим, чтобы ребенку было максимально интересно. Вот, интерес возникает только тогда, когда ребенок получает быстрый результат своих знаний. Да? То есть вот мы сегодня будем проходить там функции и переменные. Это нужно нам для того, чтобы сделать вот такую игру. Все. Четко как бы ставится цель, да, четко есть понимание, зачем это все нужно. И исходя из этого всего, ребята по окончанию 2 лет, у них есть, у каждого ученика есть такой сайт, портфолио. Вот, и на нем собраны всякие разные их работы полностью за 2 года. И в завершении выпуска давайте немного расслабимся и поговорим о развлечениях. Минувшая выставка компьютерных игр и технологий E3 дала много поводов для обсуждения. Но самым главным событием стала презентация Microsoft и анонс игры Cyberpunk 2077. Первые пару минут трейлера нового экшен-РПГ смотрелись без особого восторга, но его финальные 20 секунд не оставили никого равнодушными, и зал буквально взорвался овациями после вот этой сцены. Wake the fuck up, samurai. We have a city to burn.
Да, глаза не обманули, участие в игре принял культовый актер таких фильмов, как «Матрица», «Джон Уик» и многих других Киану Ривз. После трейлера и эффектного появления он поведал, что безумно рад участвовать в проекте и сам в свободное время не прочь запустить любимые игры. Но речь его прервал один из фанатов, который без микрофона, но с надрывом и на весь зал выкрикнул, что это не игра потрясающая, а сам Ривз. Но это не только не разозлило актера, но и наоборот воодушевило его. В ответ он сказал, что это все присутствующие и зрители потрясающие. И теперь все любят Киану еще больше. А тому самому фанату компания CD Projekt предложила коллекционное издание. Тот через какое-то время отказался от него, но выдвинул компании встречное предложение. Потратить деньги с этого коллекционного издания на благотворительность, купив в детской больнице, в котором умерла его сестра, специальный игровой стенд Go-Kart, который стоит примерно $3500. CD Projekt Red согласились с идеей Питера и подарит Go-Kart больным детям. Вот так вроде бы обычная презентация игры обернулась неожиданным поворотом, шоу, несколькими минутами добра и благотворительностью. Что касается самой игры, то разработчиками выступили создатели легендарной серии «Ведьмак», взяв за основу настольную игру «Киберпанк». События, как нетрудно догадаться, из названия разворачиваются в 2077 году и описывают историю кибернетического раздора. Дата релиза 16 апреля 2020 года, так что у родителей осталось меньше года до момента, когда нужно будет раскошелиться для своего юного игромана. На этом выпуск подошел к концу. Повтор программы вы найдете на YouTube-канале Якутии-24. Не забывайте оставлять свои комментарии, нам важно ваше мнение. Увидимся ровно через неделю. Всего вам доброго.